Вы можете пользоваться социальными сетями таким образом, что это поможет вам заслужить рай, и при этом очень быстро, намного быстрее, чем раньше. Вы знали об этом? Раньше, если бы я намеревался обратиться к 2 или 3 тысячам человек, то мне потребовался бы зал, подобный этому. И машаллах, у нас здесь несколько тысяч человек, но сегодня у меня есть возможность обратиться к миллионам людей. Субханаллах. Но как? Если я выложу в интернет что-нибудь интересное, даже если мой аккаунт неизвестен, и если это что-то благое, то вас ждет огромная награда. Но если это что-то запретное, то ваш грех многократно увеличится. Всевышний Аллах говорит о других людях, но для нас это тоже должно быть напоминанием. Они понесут, помимо своей ноши в судный день, ноши других людей. Они понесут ее на своих плечах. И тот, кто читает Коран, может спросить, но разве здесь нет противоречия? Ведь в одном месте Аллах говорит, что ни одна душа не понесет чужого бремени, а здесь говорится, что они понесут поверх своей ноши, ношу и других людей. Но это легко можно объяснить. Ты никогда не понесешь бремя грехов других людей, если ты не связан с их грехами. Если ты не являешься тем, кто ответственен за их грех, кто стал причиной его. И поэтому мы говорим, то, как мы пользуемся нашим Фейсбуком, имеет огромное значение. То, как мы пользуемся WhatsApp, имеет чрезвычайно важное значение. Что бы это ни было, сегодня так много различных социальных платформ, что у меня, наверное, ушел бы час, чтобы перечислить всех их. И то бы я не смог это сделать. Поэтому, будь это WhatsApp, Viber, Telegram, что бы это ни было, будь это Skype, Tango или Mango, мы должны очень ответственно обращаться с этими вещами, поскольку людей можно разделить на несколько категорий. Есть такие, которые говорят: «Послушай, да не заморачивайся ты, просто пользуйся соцсетями и получай веселье». Веселье? Пусть Аллах простит нас. Мы думаем, что то, что мы делаем в сетях, это всего лишь веселье. Но на самом деле это может привести к разрушению нашей жизни. Вспомните некоторых всемирно известных людей, чья жизнь была разрушена всего лишь из-за одной личной фотографии, которую они отправили по WhatsApp, и которую они считали надежным и конфиденциальным. Однако WhatsApp вовсе не конфиденциален, нисколько. Любой может выкопать все ваши сообщения из WhatsApp, если он готов заплатить определенную сумму. Это то, о чем мне рассказали. Поэтому не думайте, что WhatsApp конфиденциален. Любой человек может прочесть ваши сообщения, увидеть ваши фото, все, что вы просмотрели в YouTube. Все, что вы просмотрели по интернету, будет записано на вашем Wi-Fi роутере. И знаете что? Некоторые люди могут с легкостью определить сайты, на которые вы заходили. И когда вы очередной раз зайдете на какой-нибудь непристойный сайт, вас могут сфотографировать или снять на видео, и вы даже не узнаете этого. Сейчас очень легко активировать камеру удаленным режимом на телефоне или даже на персональном компьютере. И если вы сомневаетесь в том, что я только что сказал, то поищите об этом в Гугле, и вы сами все узнаете. Помню, я как-то познакомился с человеком, телефон которого был весь в наклейках и изолентах. Когда я спросил, в чем дело, он ответил, что не хочет, чтобы кто-нибудь снимал его на камеру. И это подтолкнуло меня узнать побольше об этом. Это звучит очень удивительно, но с другой стороны, нам нечего скрывать. Мы не должны быть людьми, которые что-то скрывают. И если кто-то хочет что-то выяснить про нас, то пусть делает, если ему не стыдно. Но взгляните на тех известных личностей, которые попали в эту ловушку. И я уверен, что вы слышали по новостям о людях, которые всего лишь раз позволили себе совершить непристойность в соцсетях и которых поймали на этом. Почему? Потому что они не использовали интернет и соцсети правильным образом. С другой стороны, когда мы используем свои телефоны, планшеты и компьютеры, чтобы поддерживать связь с братьями по вере, чтобы решать проблемы, призывать к благому, когда мы используем наш Facebook и Twitter, чтобы поделиться чем-то полезным и тем самым получить награду каждого, кто увидел это сообщение, мы прокладываем себе дорогу в рай намного легче и быстрее, чем те, кто жили до нас. Почему? Потому что у нас есть возможности, которых у них не было. Сегодня, как я сказал, ваши слова могут достичь миллионов людей,
в то время как другие испытывали бы огромные сложности, чтобы достичь хотя бы 1000. Однако их намерения были намного чище, чем наши. Они были намного искреннее нас. Поэтому капелька их деяний лучше всех наших дел. Давайте вспомним слова посланника Аллаха, мир ему и благословение, относительно сподвижников. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Не ругайте никого из моих сподвижников. Клянусь Аллахом, даже если бы кто-нибудь из вас потратил золото в размере горы Ухуд, а это достаточно большая гора в Медине, это не сравнилось бы и с пригоршней или даже половиной пригоршни, которую потратили они. Вот что значит искренность. Цена их дел была намного выше, но Аллах облагодетельствовал и нас возможностями. Используйте эти возможности и знайте, что ваш мобильный телефон будет свидетельствовать за вас или против вас в день суда. Поэтому используйте его таким образом, чтобы в день суда ваш телефон сказал: «Этот человек использовал меня только для распространения добра и призыва к благому».